Ты сейчас себя естественно ведешь или не совсем? Не знаю, не могу понять. Понятно. Ну, ты тоже такая довольно активная. Насчет Я имею в чего? виду эмоционально такая взбалмошная чуть-чуть. Да, Ну, это ты обычно так всегда, да? да, конечно. Хорошо. Я очень громко смеюсь, я Окей, позволяю себе матюгнуться, но, наверное, не сегодня. Хорошо. Ну, и иногда считаю, что у меня хорошие шутки, если я не нервничаю. И если я хорошо знаю людей, а вас я не знаю, так что шуток У тебя не хорошие будет. шутки? Да? Да. А ну вы заценили по текстам. Да? Ну, слава богу. Тексты шикарные. Тексты пишу сама. Я не сомневался. Ну, а мало ли. Можно было это не говорить. Кто-то же нанимает копирайтер. Ладно, что, попрем? Да, сейчас раскукожусь немножко. Раскукожилась. Все? Отлично. Самая на ходу. Здравствуйте, друзья. Сегодня у нас в гостях популярная бурятская инстаблогерка Таня Будаева. Я думал, надо феминитив мне использовать Нет, или нет? не надо. То есть блогер лучше сказать? Да, конечно. Блогер. Хорошо, как У скажешь. меня нет предрассудков. В общем, блогер Таня Будаева. А ты считаешь, что это предрассудки, когда феминитивы используют? Ну, мне кажется, не всегда уместно. Ну, то есть вообще феминизм же, оно такое понятие достаточно обширное, а когда они начинают придираться к окончаниям слов, мне кажется, это уже не так важно. Хорошо, хорошо. Когда я тебе написал, типа, ты согласилась бы на интервью, если бы я тебя позвал? Ты сказала, что ты сейчас умрешь от счастья и стыда. Ну да, это же смешанные эмоции. А что за стыд? Ну, Вот, стыдно почаще мне стыд. стало, конечно же, что под каким углом вы собираетесь опять меня рассматривать, и какие вопросы могут быть, и насколько я вообще смогу достойно отвечать вам, потому что у вас достаточно такие бывают провокационные. У тебя, простите. Да, ничего. Прости. Прости, ну и вот. Ну и мне стало, да. А счастье почему испытала? Ну, потому что мне нравится ваша передача, Хорошо. твоя. Окей. И я бы, конечно, наверное, хотела бы сюда попасть когда-нибудь, но только не знала, как. Ты сказала, что тебе надо морально подготовиться Да. и срочно стать горячей и остроумной. А зачем вы сейчас цитируете нашу личную переписку? Мне кажется, это очень-очень-очень некрасиво. Да. Серьезно? Ну да, конечно. Блин, сорян, Таня. Это же личная переписка. Ну да, но она, Ну ладно, она шучу. может пролить на свет на тебя такую, какую ты не будешь себя показывать здесь. А может и буду. Сейчас я как буду горяча. Нет, Стала ну да. горячей? Я что я написала? Мне нужно время. Что тебе надо, Ну, конечно. срочно стать горячей и остроумной. Тут я посмотрела, некоторые люди соглашаются на интервью на следующий же день. Это же прямо самообладание какого уровня. Мне нужно было время. Горячий, ты что имела в виду? В каком смысле горячий? Просто шутка. Это была Хорошо, шутка. хорошо. Ну, подготовилась, как считаешь сама? Я думаю, да. Слушай, мы с тобой переписывались, почему ты так долго отвечаешь всем на сообщения? Ну, наверное, потому что меня... То есть, ладно, бывает, ты напишешь, да, и тебе ответ там минут через 5 приходит. Ага. А с тобой так, я тебе напишу, ты мне там минут через 5 ответишь, я тебе сразу же вдогонку еще вопрос, и ты опять на 5 минут пропадаешь. Ну, я не знаю. Это ты с так общаешься? Ну, я не специально там, типа, пусть подождет. Наверное, у меня кто-нибудь орнул в Без этот проблем. момент. Хорошо. Я правильно понимаю, что мы можем свободно обсуждать все темы, которые ты в блоге поднимаешь? Ну, я подмигну, если мне что-то не понравится. Хорошо? Окей. Таня, можно тебя попросить правильно озвучить свой никнейм в инсте? Танки в танке. Там, что это означает? Я не знаю. Как ты его придумала? Да я не знаю, правда. Это просто было какое-то прозвище, которое за мной привязалось. А потом мы сочиняли мне, Мы это кто? ну, с подругой или сестрой, куда-то там логин. Ну и все, и что-то пошло-поехало. Честно, не знаю, не помню. Окей. Почему ты всем туда смотришь, а не на меня? А он просто так мне мило улыбается, такой Хорошо. славный. Окей. У тебя много лет была закрыта инста. Да, Ты помнишь день, когда ты решила ее открыть? да, конечно, помню. Расскажи про этот день немножко. Именно про этот день, типа, я такая с утра встала. Типа то, что ты На считаешь, самом нужно деле я рассказать. зрела, да, долго до этого. И меня позвала на мастер-класс Мила Жербанова. И она сказала, что она бы хотела, чтобы я посетила ее мастер-класс и как бы написала впечатление. И я такая, как? Я типа могу написать себе впечатление, и это будет кому-то важно? И она говорит, у тебя очень здорово получается. Вот, Мила, спасибо, до слез. Ну и все. И я потом посидела, подумала. И решила, ну а вдруг не одна Мила так считает. Окей. Насколько по десяточке свой бложик оценишь? Ну не знаю. На 7. На 7? А почему выше нельзя? А мне кажется, просто я сейчас себя сама в такое положение выгнала, что у меня достаточно, ну, такие однообразные будни. Да, хорошо. И темы, на которые я бы хотела говорить, их очень много. Стоит тебя фолловить? Советовала, допустим, мне бы? У вас, думаю, что нет? Почему? Почему, Таня? Почему не советовала? Ну, я не знаю, мне кажется, у меня какая-то сформировалась своя аудитория, я даже могу Почему я не какой-то... подхожу по твою аудиторию? Ну, мне кажется, тебе станет скучно. Хорошо. Полезного что-то можно там узнать? Для такого парня, как я, например?
Ну, если, допустим, сфера моих интересов соприкасается с сферой твоих интересов, то пожалуйста. Хорошо. Ты всем готова делиться в своем блоге? Или есть вещи, которые ты вообще никогда туда не вынесешь? Есть, конечно. Я даже писала пост недавно на эту тему. Это какие ты не вынесешь? Почему я не говорю о политике, о религии, да, о прививках и таких, которые темы, на которых можно было, кстати, неплохо хайпануть. Что-то еще кроме этого? Нет, наверное, нет. Хорошо. Что можешь сказать тем людям, которые тоже хотят вести, но почему-то они этого не делают? Можешь им какой-то совет дать досужий? Я не знаю. Мне кажется, самое главное, что я бы могла вообще и себе посоветовать, и вообще всем посоветовать, это не создавать какой-то образ, потому что когда ты будешь придерживаться какого-то образа, который ты нарисовал, это потом просто ты в напряге будешь схавает. Окей. Вот мне все говорят, что надо инсту качать, а мне вообще влом инстой заниматься. Что надо делать? В жопу тогда ее? Конечно. Правильно, хорошо. Если, например, есть какая-то цель, которую ты преследуешь, да? Вот нету такой цели-то. Ну и нахрен тогда. Вот я тоже думаю, зачем. Для меня это просто самовыражение. Я не хочу ничего. Ты пишешь, что ты считаешь себя за бурятку. Да. Почему? Ну, потому что, наверное, на большую часть я. А вообще ты типа не только бурятка? Нет. А кто-то еще, кроме бурятки? Ну, моя бабуля, она татарка, она очень красивая. Дедуля вообще там семейский. Ну и все, а мама у меня чистая вот такая хуринская бурятка. Типа у тебя просто бурятская кровь больше, поэтому ты бурятка? Ну, наверное, окей, как без бы проблем. Не копаюсь в этнике особо. И не надо. Ты родом с Тагды, правильно? Правда. Бурят Мадхакша? Нет. Я считаю это большим упущением, но у меня есть оправдание. Скажи, что за оправдание? Ну, когда мне был год, моего отца перевели на север работать. И там просто была абсолютно практически русская деревня, где никто не говорил на бурятском. И так получилось, что мы просто приняли буквально все вот эти праздники. И с детства мы там знали, когда там вербное воскресенье, когда Масленица, все вот эти русские православные праздники. И я с детства считала, что это как бы норма. Вот оно что. Да. Ничего такого не знала о себе даже. И мама почему-то не настаивала особо. Окей. А у тебя же есть что-то бурятское, кроме вот крови тогда? Не знаю, как ответить на Расскажи немножко за Тагду. Что это за место такое? Ну, это наша деревня, в которой мы проводили все лето в детстве. И мы ездили туда недавно. Да. Вообще так классно. Я Вы там не фоточки, были? Я фоточки посмотрел. Там прям очень здорово. Я мимо проезжал. Да. Такое прямо наше место силы. Клевое место. Да. Советовал туда съездить? Да, конечно. Чем заняться там можно, Тань? Не знаю, по ягоды сходить. По ягоду и что-то еще? Очень много священных мест. Река классная. И есть в Бурятии место, которое тебе нравится больше, чем тогда? Байкал, наверное. Байкал? Да, летом мы живем на Байкале. Круто. В Максимихе, наверное? Да. Хорошо, я внимательно читаю. Слушай, сказал, Она что... типичный подписчик, все знает про меня. Да, так и есть. Ты говоришь, что считаешь себя за бурятку. Я правильно понимаю, что твой супруг тоже считается за бурята? Да, хотя и у него меньше прав так говорить. Почему у него меньше? Ну, он-то русский почти, на 50%. Он на 50% русский? Ну. Хорошо. Почему вы детям дали арабские имена? Я вчера загуглил. Да. И я понял, что, Камиль это будет совершенство по-арабски, а Самат это вождь. И оба имени, они довольно широкое отражение в исламской культуре имеют. Ну, то есть я понял логику, если бы ты дала такие жесткие космополитичные имена, которые не привязаны к какой-то одной культуре, да? Но почему именно арабская? Вот уж не знаю. Это самый такой популярный вопрос, который я получаю на самом деле. Хотя мне казалось, кого может волновать, как зовут каких-то чужих детей? Не каких-то, это твои дети. Ну, вообще, допустим, мне представит кто-то своего ребенка, я такая, классное имя, отлично, и все. А вот почему так назвали мне, допустим, мне интересно было бы. История-то такая, что я просто хотела дать редкие имена, и я просто тупо их нагуглила. То есть ты не хотела арабские имена? Я даже не знаю, давать? как они переводятся. Серьезно? Серьезно? Не знала? Серьезно. Я не придаю значения. Вот я 100% скептик, да, я не верю там ни в нумерологию, ни в астрологию, ни в значение имен, ни в совпадение там по гороскопу. Но столько мне все равно, поэтому мне просто понравилось. И я показала мужу несколько, и он выбрал, и все. Круто. И теперь мы каждый раз рассказываем какую-то историю. Наверное, пора придумать какую-то легенду, да? Мы хотели, чтобы ты стал вождем. Совершенно вождем. Можно я одну цитатку с твоего блога приведу? Ну, если она без матов. А что, с матами нельзя было бы? Не знаю, мне придется за это оправдываться, наверное. А ты можешь оправдаться? Почему ты материшься в блогах своих?
Сейчас-то уже нет. А почему матерился? Ну, мне нравилось. Мне казалось, что это придает там слову там экспрессию, хлесткость. И я вообще считала себя последователем там гонза журналистики в свое время. Я такая думала, да просто... Прядь около-то. Ой, извини. Ничего. И... Ну, не знаю, и все отмечали, наоборот, что, типа, это так круто. смело, что это так круто, и что мне идет, и что я умею это делать уместно. Но потом, когда я обрела какую-то большую аудиторию, и когда я поняла, что меня читают еще и там взрослые люди, и они могут сделать неправильный Взрослые, вывод. это сколько лет? Когда взрослые начинаются? Когда ко мне стали подходить на улице и говорить, на вас подписана моя мама. Я понял. Это так мило. Но, с другой стороны, я поняла, что, ну, как бы все, пора быть немного солиднее. И что я скажу своим детям? Хорошо. Чёртова цитатка. Давай вернемся к ней. Давай. Я не очень хорошо читаю, но... Ладно. Тема мамских приблуд оказалась настолько благодатная, что писать не переписать, ведь получается такой огромный обратный отзыв. С другой стороны, я совершенно другой человек. Даже моя подруга говорит, что я намеренно себя принижаю и немножко свой блог делаю примитивным. Да. Потому что я могла бы рассуждать на более глубокие темы. Раньше до детей я интересовался артхаусом, литературой, наукой. И я бы не сказал, что я последняя тупица на деревне. Ну, наверное, здесь было немного утрировано, но я не отказываюсь от своих слов. Это действительно так. Ни в коем случае даже не думал такого. Декрет на меня наложил отпечаток прямо очень сильный. Что за артхаусом ты интересовалась, Таня? Ну, когда я училась в Томске, и я там была одинокая бурятка на этаже, никто со мной не хотел общаться, и я записалась в какой-то клуб, где мы собирались каждый вечер и смотрели всякие такие картины классные. У нас был преподаватель искусства мировой художественной культуры. И Что мы же вот там изучал смотрели. ты в Томске? А мы просто смотрели всякие фильмы и обсуждали их. Нет, я имею в виду вообще, что ты в Томске изучала. Ну, в университете училась. Что изучала в университете? Экономику. Продолжай, пожалуйста, про ваш клуб любителей артхауса. Клуб любителей, да, какого-нибудь такого кино необычного. Ну и все. Ну, я не скажу, что я прям ценитель, мне кажется, Ты есть можешь киноманы посоветовать куда пару больше. артхаусных работ, которые могут заехать не очень искушенной публике? Нет, не возьмусь. Мне кажется, это такая ответственность. А самой тебе что заходит тогда? Я даже посоветую какую-нибудь книгу, а мне потом пишут: Таня, а мне она не понравилась. А ты скажи тогда, что тебе самой понравилось? Из чего? Из артхауса. Ну, если я скажу, что мне нравится Ларс фон Триер, вы подумайте, что я страшный человек. А тебе Ларс фон Триер нравится? Нравится, да. Это типа танцующие вот эти вещи? Типа? Ну да, ну что-то пострашнее даже. А какими науками ты интересовалась? Ну нет, я не знаю, зачем я так написала. Это видео для красного словца. Ты не интересовалась науками? Ну, в смысле, ну что имеется в виду, что когда ты ведешь все-таки блог, который заточен под младенчество, там волей-неволей ты немножко должен от своих интересов-то отойти. Почему-то мне так кажется. Нет? Ну вот смотрите, например, пишу я какой-нибудь постик с какими-нибудь книжными рекомендашками. И люди так вяленько на это реагируют и говорят: а про прикорм-то когда? И я такая думаю, ну, с одной стороны, это как бы претит мне, а с другой стороны, ну, это же моя аудитория, которой я должна немножко угождать. И я думаю, ну, ладно, я сейчас напишу что-нибудь такое полезное. А на самом деле мне, конечно, хочется больше себя раскрывать и самореализовываться, и своим интересам больше времени уделять. Но пока у меня дети. Хорошо. Только я про науку не понял. То есть ты вообще к науке отношения никакого не имеешь? Нет, никакого, я не знаю, я вообще, почему там это оказалось. Хорошо. А вот насчет 400 книг, это правда? Правда. Что ты прочитала? Это, ну, в смысле, у меня сейчас дома такое количество прочитала, мне кажется, я Гораздо побольше. больше. Ну, наверное, побольше, я не считала. А что на тебя больше всего повлияло из литературы? Не знаю, а почему такие странные вопросы? А почему А я странные? не готова на такие отвечать. Ну, если ты на Как них это не готова, значит, что они повлияло? странные. Как я могу сказать, что на меня Ну, повлияло? например, есть две книжки возьмем. Одну ты прочитываешь и забываешь ее очень быстро, допустим, Да. через неделю. Да. А, допустим, вторую ты прочитала, но ты ее на протяжении жизни продолжаешь иногда вспоминать и, может быть, возвращаться к ней, и я имею в виду в мыслях возвращаться. И к которой ты возвращаешься, она типа больше повлияла, а которую ты забыла, она меньше повлияла. Вот в этом плане. Ну, я вопрос. могу просто для себя выделить несколько каких-то жизненных этапов, на котором я там обращала внимание на определенный жанр или определенных авторов. И некоторые книги, которые, допустим, сопутствовали вот пару лет, у меня в топе были несколько произведений, потом они сменились и так далее. А что у тебя дольше всего было в топе? Дона Тарт, наверное. Я даже не читал, представляешь себе? Ну вот ее сейчас экранизировали, но очень погано, прямо не смотрите. А книга вообще прекрасная, роман хороший. Я вообще близко столько не читал, сколько ты. Ну, ничего страшного, никто. И вот, например, еще спрашивают, как заставить себя читать, как научиться читать. Ну, мне кажется, это такой же смежный вопрос, как с Инстаграмом, да? Если не хочется, то не надо. Вот Можно я же согласен. себя найти в чем-то еще. Я согласен, Может быть, Таня. вы замечательно Да. вышиваете. Ну, конкретно я не особо.
Ты имеешь представление о своей аудитории инстаграмовской? Думаю, да. Можешь описать среднего человека, который интересуется твоим блогом? На самом деле я думала, что, конечно, меня читают в большей части девушки, которые оказались в схожей ситуации со мной. Ну, то есть, которые вот обзавелись детьми и, в принципе, не знают, что с ними делать. Можно сказать, 2 года назад я оказалась в той же ситуации, когда просто на меня свалились дети, и я просто поняла, что я не знаю вообще, как с ними обращаться. Я ничего не шарю в детской психологии. Ну, детские шмотки, это ладно, это дело 10-е. Меня стало интересовать гораздо такие более важные темы, и я думаю, что это хорошо, потому что я не заострила свое внимание, да, какого маркета у меня будет коляска или как нарядить ребенка на фотосет. Вот благодаря как раз-таки моей читающей подруге Ане, она мне принесла очень много книг по детской психологии, нейропсихологии. Я стала это изучать, и мне так понравилось. И я вообще хочу сказать, что любая тема, будь то даже вот какой-то вот такой банальный декрет, да, его можно же рассматривать тоже с точки зрения, что это новый какой-то скилл, который нужно прокачать и который нужно как бы освоить какие-то навыки. И если к этому подходить вот так, а не то, что, например, это просто дно, надо пережить, это тоска, в декрете все деградируют и тухнут, ну, соответственно, это так и произойдет. А если отнестись к этому как, не знаю, я почему-то это сравниваю, не знаю, с каким-то своим новым образованием, что, например, я сдаю какие-то экзамены, прохожу какие-то испытания, и потом могу наблюдать какой-то результат, который мне нравится или не нравится. Круто. Поэтому я думаю, что, надеюсь, что в моей аудитории люди, которые как бы разделяют мои взгляды. Я вчера разговаривал с одной нашей общей знакомой, и я спросил у нее, как думаешь, справедливо будет заметить, что Таня заметно умнее и развитее значительной части своей аудитории? Она сказала, да, конечно. Ну, Ты согласна с этим? нет. Ну, не знаю, зачем я так буду говорить. Мне кажется, Ну да, это было бы неуважительно, если бы ты сказала бы так. Наверное. Но опять это же такое, мне кажется, это Но ты очень умная девушка, Мне кажется, это очень такое... которая притворяется глупенькой. Я не притворяюсь глупенькой. Я просто не хочу прямо задирать планку, до которой я сама потом не смогу дотянуться. Окей, хорошо. Тебя напрягает, когда тебя начинают спрашивать про какую-нибудь ерунду, типа там прикорм или еще какую-нибудь фигню, в то время как... В то время как что? В то время как ты личность, которая интересна не только прикорм, но и все остальное. Ну, это тоже может радовать, потому что если я кому-то дам полезную информацию, и она сможет ее хорошо... Чем твой директ завален? Зачем вы меня перебиваете, да? Директ-то предложениями о сотрудничестве. Да, на каточке по бартеру. Какую-нибудь ересь пишут? А? Ересь какую-нибудь пишут, очень жесткую? Бывает, но редко. Типа чего может быть, например, ересь? Но меня немного напрягает, когда меня путают с Гуглом. Мне кажется, это неуважительно. И, например, мне не придет в голову незнакомому человеку зайти там, и спросить то, что выйдет по первому запросу, если очень захотеть поискать эту информацию. Вот это мне не нравится. Я сразу составляю такой, портрет о человеке, что как бы, у меня с ним не сложится общение в принципе, потому что если он не догадался, что до этой информации можно как-то докопаться самостоятельно, тогда, мне неприятно. Хорошо. А когда спрашивают моего мнения касаемо какой-то ситуации или хотя бы говорят, что, извините, я искал, но не нашел, если вам как бы не сложно, подскажите, мне кажется, это даже приятно. Как будто бы мое мнение Я понимаю. что-то значит. Тебе бывает, что парни подкатывают в инсте? Нет, Вообще ни вообще разу нет, такого не было? вообще нет. Что за дела? Крест на мне все поставили. А ты хотела, чтобы подкатывали? Нет, конечно. Окей. Я стара для этого дерьма. Но было бы приятно. Хорошо. Давай за Бурятскую институт поговорим. Ты вообще в курсе, что происходит в бурятском сегменте? Я стараюсь, конечно, следить, но у меня очень всегда бывает мало времени. Есть что-нибудь дельное, на твой взгляд? Из каких-то пабликов, из каких-то блогеров, имеете в виду источников? Имеешь в виду? Дельно. Ну, что значит дельно? Мне нравятся, конечно, люди, которые пишут. Это кто, например? Сейчас я 4-й раз за передачу скажу Аня Золотко, и вы подумаете, что она мне хорошо приплатила. Конечно, я читаю посты Ани, и я вообще считаю, что она один из тех людей, которые вот как раз-таки не прикрывается там примитивными темами и не боится вообще серьезные поднимать какие-то вопросы. Окей. Мне рассказывали, что есть чат закрытый в одном из мессенджеров.
где тусуются рекламодатели инстаграмные. Да, есть. Он не закрыт, Он не туда закрыт, может хоть кто попасть. Туда может хоть кто попасть. Конечно, Значит, меня там не- нет просто, наверное. Он не несет, мне кажется, уже давно за собой никакой пользы. Короче, тема такая, что, судя по этому чату, считается, что самая крутая рекламная площадка, одна из самых крутых рекламных площадок — это твой блог. Ну, я надеюсь, что я это звание достойно держу. Согласна с этим, да? Я стараюсь. Я очень всегда стараюсь, и я ответственно к этому отношусь в плане рекламы. Ты очень круто делаешь. В смысле, ты посмотрел? Да, я смотрел, как ты делаешь. Спасибо. Да, очень клево. Ты много вообще по жизни трудилась? Я думаю, да. Ты в клининге работала? Я сменила много профессий, на самом деле. Кроме клининга, официант? Я работала официанткой. Мехенди рисовала, аквагрим. Ну, да. Клининг, мехенди, официант, аквагрим, тортики. Да. Что больше всего понравилось? Тортики, наверное. Потому что это был такой осязаемый труд, и плюс еще творческий процесс. И плюс это очень-очень хорошо почесывало мое эго, потому что мне вообще нравилось, мне нравилось, что у меня получается, и это здорово заходило людям. Ништяк. Душу вкладывала во все занятия свои? Кроме клининга, наверное. А почему в клининг не вкладывала? Конечно, вкладывала, но было очень тяжело. Я рада, что я больше не там. А почему тяжело? В смысле, физически тяжело? Физически было тяжело, да. Почему мехенди оставила? Не знаю. Было модно, занималась, перестало быть модно, прекратила. Это же это было просто увлечение, это же не было работой. А официантом? Официантом мне нравилось. Я очень люблю ресторанный бизнес. А ты в каком ресторане работала? Я работала 4 года в Киото. В Киото? Да, это иркутский. Сейчас он уже, к сожалению, закрылся, но это был один из самых лучших ресторанов, по моему мнению. Там был вообще прекрасный сервис. Что клево в работе официанта? Как опять относишься? Мне кажется, если относишься как к профессии «принеси-подай», и что, мне стыдно подходить, там же мои кенты сидят, вот тогда будет не очень. А для меня это всегда была какая-то точка преодоления себя. Как я должна научиться общаться с людьми, с незнакомыми, просто завязать какой-то контакт. Мне нравилось испытывать какие-то... нас часто обучали, разные тренинги нам проводили по продажам, и мне вообще так нравилось, что это действительно работает. То есть как-то система продаж дополнительных. Я прям испытывала азарт. Мне кажется, в каждой своей профессии мною двигал всегда азарт. Окей, шикарно. И мне нравилось быть официанткой до последнего. Мне даже потом... я уже замуж вышла, я все равно туда пошла, потому что мне нравилось. Хорошо, не сомневаюсь. Окей. Мне чешется нос. У тебя? Ага. Какая-то из примет на этот счет? Я ж не пью. Я же скучная. Ты вообще не пьешь? Вообще. С каких пор? 5 лет. Почему бросила? Я перепила. Серьезно? Да. Ты как-то раз перебухала или ты просто какое-то время много употребляла? Я просто поняла, что мы перманентно употребляем, и это очень плохо сказывается вообще на самочувствии, на планах. Сколько ты употребляла? Мы каждый вечерок там пили пивко. И стабильно 2 раза в день там накидывались. По бутылочке, по 2. Иногда по 3, иногда по 6. То есть я поняла, что это... Днем и вечером? Нет, вечерком. То есть это, понимаете, мне кажется, это у многих такая привычка. А во сколько начала ты так выпивать таким образом? Наверное, в студенчестве. Лет 18? Нет, наверное, раньше. 17? Прости. Да. В 17 начала пить и бросила, получается, в 23? Да. 6 лет пила каждый день? Не каждый день, денег же не было. Но если были, то тогда пила, пила, конечно. Кайфовала? Кайфовала, когда пила? Удовольствие получала? Я думаю, да. Но раскаяния было больше. А пришлось усилия делать, когда перестала пить, или вообще легко далось? Вообще легко далось. Мне кажется, эта мысль во мне зрела последние несколько лет, когда я понимала взаимосвязь между какими-то своими нехорошими поступками или какими-то словами и алкоголем, и вообще какими-то потерянными днями и возможностями. Какие нехорошие? Ты можешь пример привести нехорошего поступка, чтобы было ясно, что однажды я, так сильно напилась, что я залезла на машину своего друга и начала там скакать, и у него прогнулась крыша. И после этого я поняла, что мне хватит пить, и что я слишком толстая. Мне кажется, такая тема, да, щекотливая, можно сказать. А почему щекотливая? Нет, жизненно весьма тема, мне кажется. Да? Но я думаю, людям интересно, да, потому что алкоголь так или иначе присутствует в нашей жизни. Алкоголь это что? Это же катализатор, чтобы стать раскрепощеннее, веселее, свободнее. А тут же надо, наверное, причину найти, что мешает тебе по трезвяне так же скакать и веселиться. Конечно. В чем была? Наверное, в каких-то своих зажимах, комплексах, которых сейчас сейчас есть комплексы какие-нибудь?
Ну, может быть, немножко касаемо внешнего вида. Типа ты с тебя там где-то, у тебя претензии, как ты выглядишь к себе? Ну да. В какой части? Ну, не знаю, мне кажется, люди иногда рассматривают меня слишком пристально. Просто меня И укусила... что, значит, что ты плохо выглядишь, что Меня ли? укусила собака, когда мне было 9 лет. И поэтому мне кажется все время, что люди на меня пялятся. Хотя, когда я написала об этом пост, представляете, вот меня настолько этот вопрос Типа у тебя мучил. шрам где-то? Да, Я не вижу сейчас да, на шрама. лице, вот он. Где? Вот. А ты можешь показать пальцем, что я увидел? Ну вот. А, вот здесь, что ли? Да, но это страшная была рваная рана. Я имею в виду, что когда я написала пост, типа, ребята, вы все пялились и стеснялись меня спросить, а все такие, какой шрам? Я да, поняла, что это в голове. Ну, его не очень И вообще заметно. очень многое в голове. Я поэтому с этим... Ну, теперь вы будете пялиться, да? Алло. Да. Ну, да, мне надо смотреть, ты тут какую-то рассказала историю, которая тебе полжизни покоя не давала, а оказалось, что какая-то фигня около губы. Мне кажется, для девушки это очень печально, особенно в таком видном месте. Особенно... Мне кажется, ты переоцениваешь. Ну, может, еще, не знаю, дразнили, наверное, немного в детстве. Окей, хорошо. Короче, я поняла, давайте резюмируем, что в алкоголе я топила свои какие-то нерешенные комплексы и проблемы. А потом мы бросили пить вместе с мужем, и все, и представляете, и наш брак не рухнул, да? Типа, а сейчас тебе предложат пить, ты даже пригублять не станешь. Вот мне недавно, представляете, Жаргал Цыденов подарил бутылку шампанского. Кто такой Жаргал Цыденов? Хозяин винила, мы просто пошли туда отмечать, когда я победила валенки, и мы пошли туда с девочками отмечать, и он нам подарил шампанское. И разлили всем, и я такая, оно же какое-то крутое, надо туда, короче, для приличия это хоботок-то обмакнуть. И я, значит, чуть-чуть пригубила, ну и все, и мне такие говорят, все, сейчас сорвешься, сейчас тебя понесет, но ничего не произошло, как бы я просто попробовала и поняла, что не скучаю. Окей. Ты в блоге упоминала, что ты спецом не трогаешь тему политики. Да, я боюсь. Ну, у тебя вообще есть какое-то свое мнение? Но я его не буду высказывать. Не хочу. Но оно есть. Есть, конечно, есть. Я же не слепая, не тупая. Но не буду, правда не буду, не хочу. Почему? Я не люблю, не умею отражать, если честно, нападки. Мне кажется, так много... А почему думаешь, что если ты озвучишь, что для сразу нападки? Да потому что даже любую тему, самую маломальски такую, какую-то цепляющую, чуть-чуть заденешь, все рады как бы на тебя накинуться. А я не люблю, я изначально говорила, что блог я завожу не чтобы... Я не про блог, мы же не блог сейчас твой ведем. А что? У нас интервьюшка, типа. Ну, не знаю, я не хочу. Или ты расцениваешь это как часть своего блога? Я сыкло. Ты на выборы ходишь, типа? Хожу. Типа, каждые выборы ты... Ну, хожу, конечно, мне не сложно. За кого голосуешь? Не скажу. Ну, за действующие власти? А? За действующие власти? Не скажу. Ладно, хорошо. Ну, вот почему-то сейчас, да, если, допустим, ты скажешь, что ты аполитичен, тебе говорят, ты равнодушный, ты любишь хавать, ты терпила, вообще просто в принципе. А когда ты говоришь, да, у меня есть мнение насчет политики, тебе начинают как бы, начинать тебя провоцировать. А мне ни тот вариант не подходит, я как бы, поэтому я намеренно такие острые темы обхожу. Но опять же, не потому, что я просто типа, пусть я в этой сфере прикинусь. Ну смотри, ты хочешь как-то на ситуацию влиять или тебе вообще пофигу? Ну, конечно, хочу. Но ты понимаешь, что, допустим, когда ты озвучиваешь свою позицию, то ты таким образом начинаешь как-то влиять на ситуацию. Ну, конечно, я понимаю, но просто есть люди, которые на этом специализируются. Тогда как ты влияешь на ситуацию, если ты хочешь на нее влиять? Не знаю, своим выбором, может быть. Своим выбором раз в 4 года, когда ты ходишь? Вот этим выбором? Типа такого. Ну а что? А если теперь каждый, в смысле... Ну, не знаю, ты могла бы там поговорить, допустим, со своими родителями, объяснить им свою позицию. Ну, наверное, такое происходит, конечно. Мы обсуждаем такие темы и с друзьями, и с родными. И с ними ты высказываешь свою позицию? Ну, конечно. Я же не могу это держать в себе. У тебя прям такая ярая... У меня есть... Оформленная позиция у тебя, да? Я думаю, да. Просто у меня есть друзья, с которыми мы действительно можем нормально там подискутировать, и мне, в принципе, этого хватает. У меня нет необходимости высказываться на более широкую площадку или получать какой-то отклик. Пока нет. Нет. Может быть, потом я созрею, но пока я не готова. То же самое касается и каких-то других. Ну, если бы какие-нибудь с тобой начали бы... Типа, помнишь, была история про такого товарища Ивана Голунова? Да. И на что я обратил внимание, что она привлекла
эта ситуация, я имею в виду, людей, которые до этого не высказывались. Но типа вот тут для них была какая-то красная черта, и они поняли, что если они дальше как это не будут озвучивать свои позиции, то скоро как бы они могут в такой ситуации оказаться. Да. У тебя тоже есть такая красная черта, до которой можешь дойти, и ты тогда тоже начнешь высказываться? Или у тебя нет красной согласитесь, черты? да, что всегда Согласись. проще. Согласись, что всегда проще жить, когда ты думаешь, что это происходит где-то там, а со мной не произойдет. Конечно, зарекаться нельзя. Да. Любая вообще беда может настигнуть и нас. Угу. Ну, а какой ответ, например, сейчас будет уместен? В том, что есть точка кипения, мне кажется, у всех она есть. Угу. Вот я спрашиваю, ты знаешь, где твоя точка кипения? Нет, не знаю, но думаю, что она есть. Хорошо. Мы недавно с одним блогером встречались, с бурятским инстаблогером тоже, который за границей живет. Он рассказывал, что ему чувачки писали с предложением, надо посмеяться в негативном свете одного чела выставить, и за определенные там, за определенные бонусы. На тебя такое выходили, что-то было такое? Нет. Тебе вообще никто даже такое ничего не предлагал? Нет. Максимум там казино прорекламировать. Казино прорекламировать? Да. Мы начали с темы феминизма, говорили насчет феминитивов. Угу. Что по поводу феминизма там думаешь? Тоже не хочу. А почему? Ну, я поддерживаю. Ты поддерживаешь феминисток? Да, я поддерживаю. Знаешь, такой движ «Я свобода» есть? Да. Поддерживаешь девчонок? Я думаю, в целом, да. А почему ты насчет феминитивов не поддерживаешь? Они вон за феминитивы тоже топят. Ну, я же сказала, что в целом. В целом. Я мне кажется, объяснила свою позицию. В чем именно в целом? Я согласна, что есть такая тенденция, что мужчин всегда возвышают, и что равноправия как такового нет. Нету. Равноправия как такового нет. Да? И мы всегда остаемся слабым полом, хотя, по сути, некоторые женщины, они делают гораздо больше, чем некоторые мужчины. И тут, Вот яркий пример передо мной сидит. И тут непонятно. Почему? Потому что так и есть. То есть, да, я считаю, что имеет место быть. Круто. И здорово, что кто-то об этом говорит. Я вообще люблю читать Митрошину на эти темы. Вот сейчас она как раз-таки продвигает закон о домашнем насилии, который я всецело поддерживаю, потому что, знаете, такой страшный момент был, когда она попросила поднять руку того, она или кто-то на ее встрече, кто хоть раз в жизни был свидетелем или жертвой домашнего насилия, и что 95% подняли руку. Это же страшные цифры. И сейчас просто эти ситуации, они происходят повсеместно. Ты бы тоже подняла руку, если бы там было бы? Да. Хорошо. Хорошо. Хорошо не в смысле, что это хорошо с точки зрения этики. А можно мне еще воды? А где твоя бутылка? Ой, я не знаю, где она. Вот она. Насчет религии, я так понял, ты тоже не высказываешься? Я не религиозна. Ты себя ни к какому культу или конфессии не относишь? Нет, абсолютно нет. Ни во что не уверовала? Ни во что не верю. Почему? С детства так или ты к этому пришла в возрасте? Я думаю, что воспитание тоже сказалось. Что у нас как такового не было вот этого. Традиций особо мы не поддерживали. Я отношусь с уважением. И, допустим, если наши старшие проводят какие-то мероприятия, обряды, мы участвуем. Но в глубине меня как такового прямо трепета и веры нет. Окей. Крутяк. Уже выжрала воды тут 3 стакана. Слушай, у тебя в блоге, я заметил, какой-то пунктик есть по части стриптизера. Ты все время его упоминаешь. Это, может, моя фантазия. Стриптизера, да. Что за фигня? Откуда этот стриптизер взялся? Я не знаю. Ты реально хочешь, чтобы тебя муж стриптизера прыгнул? Нет, наверное. Не хочешь? Они обычно такие не особо... Секси? Они обычно такие мерзкие. Ну да. Просто мне интересно было. Просто это шутка, которая заехала. И которую, наверное, поняли много кто и вечно над ней ржут. Хорошо. Я на тебя первый раз наткнулся через рекомендацию инсты. Знаешь, там, когда на лупу нажимаешь с поиском, там вылазят всякие случайные посты. Ого! Такое есть? Там есть такая штучка, типа... Я видела вкладка интересная, а поиск инсты не видела. Надо попробовать. У меня, может... Касаемо того, что вы до этого искали, да, или что интересовало? Подборка. Типа того, да. Ты нажимаешь на эту лупу, там search, по-моему, написано, и там куча случайных постов, и ты заходишь, и они вообще все рандомные жестко. И один раз я на твой пост наткнулся и зашел, и так я узнал про существование Тани Будаевой. Давно?
Я думаю, меньше полгода, может быть, месяца 3 назад. Все, понятно. Совсем недавно, в принципе. Короче, какой это был пост. Ты там рассказывала про то, как завязались твои отношения с Евгением, с твоим мужем. Да. Можно я зачитаю цитатку? Ну, это дурацкий, наверное, был. Ну, занятно? Ну, ладно, что было, то было. Хорошо. Ни о чем не жалею. Да там и жалеть не о чем. Я просто думаю, опять там сейчас какие-нибудь плоские шуточки мои полезут. Не, нормально, все нормально. Напомню, мне было 17, Евгению 26, и его угораздило в тот вечер выйти во двор к друзьям, среди которых затесалась и моя морда. Мой радар сразу же сработал. Я подмигнула, и он ответил. Да. А на утро скоренько нагуглила его ВК, убедилась, что он ничего такой, так и и пустила в ход весь свой подростковый шарм. Так странно. Он казался мне взрослым мужиком, серьезным и обстоятельным. Ему бесконечно намекали на женитьбу, а я думала, ого, да он стар для меня, и я-то чисто покутить. Наши свидания протекали по одному сценарию, и это далеко не обсуждение книг, фильмов и политики, и иже с ним. До сих пор помню это состояние полнейшего счастья, когда лежишь в объятиях друг друга, и хочется, чтобы ночь не заканчивалась. В омут с головой это про нас, потому что мы забивали на все и всех. Я прогуливала пары, он постоянно опоздал в офис, мы почти не спали и не могли оторваться друг от друга. Ох, как мне стало сейчас стыдно. Там еще было... А почему стыдно-то? Не Кайфовый пост. знаю. Да блин, мне кажется, вообще не так все. Каково это в 17 лет мутить с чуваком, который тебя старше почти на 10 лет? Знаете, я когда начала анализировать это все, я поняла, что это тоже все завязано на психологии. Потому что я выросла-то без бати, и я, видимо, все-таки искала какого-то такого серьезного мэна, да, который меня возьмет под крыло и будет заботиться. И потому что я до сих пор думаю, что мне очень сильно повезло, потому что если бы я потом замутила с сверстником... Смотри, у тебя дабл закрытая поза стала сейчас. Да? Ну, и у ноги, меня и просто руки. нога затекла. Хорошо. Продолжай. Не, серьезно, просто затекла нога. Вы что думаете, я не готова об этом говорить? Ты уже говоришь, и прекрасно. Продолжай, пожалуйста. Ты остановилась, что ты искала батю. Ну, я так просто пришла к такому выводу, что не просто так же меня там потянуло к старику. Ну, это хорошо, потому что он как раз-таки повел себя так, как и следовало. Мне кажется, сверстники, они же типа вот, ну, реально запотусить, а он такой сразу, это надо жить вместе, а это давай делать ремонт, а давай я тебя устрою в местный вуз и будем жить вместе. Ну, такой весь обстоятельный, и мне прям так нравилось. Ну, и до сих пор ничего. А каково это было мутить? Ну, сейчас-то я думаю, что... Ты уже опытная была тогда в 17? Ну, нет, конечно, я же только школу окончила. Просто вообще неопытная? Ну, у меня была первая любовь немножко пораньше. У тебя не было такого, типа, ты 17-летняя девчонка, ну, это же, типа, вообще уголовка? Он такой смешной. Теоретически. Он вообще такой смешной. Он наоборот, был как будто бы немножко такой ведомый мной, а я такая вся, давай, к тебе или ко мне? А, это ты так говорил, да, к тебе или ко мне? Ништяк. Тебе старшие что-нибудь говорили, что, типа, ты что, со взрослым мужиком там тусишь? Говорили, да? Кто говорил? Ну, сестры мои переживали, но потом, как бы, ну, его пробили, естественно, кто такой. И оказалось, что он как прямо... пробили? Ну, он оказался там одногруппник. Через контактов пробили? Ну, типа так... Нет, он оказался там одногруппник, друг, брат, там, и все такие, да он вообще мухи не обидит. Типа нормальный мужик. Все. Что у вас случилось раньше? Осознание того, что это любовь или секс? Ну, второе, наверное. Секс. Ну, конечно. Какая любовь? Любовь, наверное, Слушай, а подкатила вот через сколько он случился после того, как ты на лавочке ему подмигнула? Вот уж нет, вот уж это я тебе не буду рассказывать. Без проблем. Слушай, Таня, создается впечатление, что ты такая, типа, немного была малолетняя, распутная девчонка. Я прошу прощения у твоего мужа и у тебя. Насколько это верное может быть впечатление? Я думаю, что нет. Вообще не так, да? Ну, типа, ты так говоришь, что, типа, он там такой серьезный мэн, а я-то чисто покутить. И такое впечатление, что ты там, типа, ну, любительница такого рода кутежа. Нет. Мне кажется, просто я вырвалась из деревни, и это был мой первый курс в университете. Просто я сначала в БГУ поучилась годик, а потом отчислилась, уехала. И я вот дорвалась вот до свободы, и вот реально, я вот в школе я там не пила, у нас там была деревня, печку топить, скотину кормить, а тут я такая приехала, и у меня есть стипендия, и можно пить пиво, и мне так нравилось, и мне кажется, я просто типа в образ вошла. И у меня были еще старшие сестры, которые все время там красились, такие ходили красивые, и я за ними тоже, ну, повторяла. Хотя, наверное, это не было моим там сутью. То есть я не была такой зажигалочкой в классе и на дискотеке, я наоборот там где-то на отшибе вечно торчала. У тебя не было, я думал, что там у большинства девчонок там в 17 им там хочется чего-то такого большого, светлого и надолго, и все такое.
Тебе знакомы такие мысли? Нет. Прекрасно. Я вообще, Хорошо. я почему-то кричала всегда, что это не про меня. Окей, Женятся только зануды. хорошо, хорошо. Сейчас, получается, тебе 28, ему 37. Ну да. Сейчас ты находишь, что он для тебя староват? Да. В чем это выражается? Что тебя наталкивает на эти мысли? Ну, что-то прям он это... Что, разваливается, что ли, или что? Нет, кстати, он очень хорошо выглядит и в хорошей физической А в чем форме. тогда? Ну, у него какие-то старые интересы, вот такие вот. Ну, типа? Ну, типа, как у дедульки. Ну, ты приведи примеры, я не понимаю, как Ну, вы типа, дедульки вот, это... ну, я такая, чё, какие планы, давай. А он такой, типа, я, наверное, с детьми спать лягу. Ну, и типа такой, и просто натурально укладывается и спит. И все, что ли? И все, что ли. Да, блин, так хорошо можно сделать, не только твой 37-летний муж. Да? Ну, мне кажется, да. Ну, может быть, он устал. Я еще думаю, что он очень устал. Ощутимая была разница, когда у вас было типа 17-26 или сейчас, когда 28-37? Сейчас. Сейчас Потому ощутимая что разница сейчас, стала, мне да? кажется, у меня какая-то вторая волна вот этого подъема. А он такой, типа, наоборот, типа, что хотел... девочки к 30 заново раскрываются, вот Да, это тема пошла. я не знаю. Я не знаю. Ну, просто я как бы такая родила, свое отсидела, такая новую тему для себя придумала, и вся такая на движе. А он, наверное, немножко устал. Но он все время говорит, что он подустал. От меня, наверное. Окей. Какие плюсы, когда тебя мужик старше на 10 лет? Много плюсов. Скажи, пожалуйста, какие? Вообще со сверстником не стоит. А ты мутила со сверстником когда-нибудь? А? Нет. Ну, я просто видела. Откуда ты знаешь? Ну, мне кажется, просто Давай, я видела рассказывай, пары. в чем круче со старшим, чем со сверстником? Ну, наверное, тут жизненный опыт, плюс ответственность какая-никакая. И мне кажется, мы еще здорово сошлись с темпераментами. Ну, если бы мы оба были такие Как ты? бешеные, Ты бешеная, да? мы бы вообще друг друга сгноили. А так он такой, прямо такой «Тс-тс-тс». И это нас спасло. Хорошо. Плюсы, а минусы какие? Минусы. От большой разницы. Ну вот, я хочу кутить, а он спать. Ну, это единственный минус? Ну, мне кажется, что вообще, наверное, если прямо только вот, знаете, я вот такая сижу напротив него и такая, давай, мне чего-нибудь, весели меня, там, развлекайся, разговаривай со мной, разделяй мои интересы. Наверное, было бы грустно. А у нас просто так получилось, что, ну, у меня достаточно такой разнообразный круг общения, а он такой, ну, к этому хорошо относится философски. То есть такой, ну, конечно. И, естественно, я свои вот эти потребности, чтобы меня там выслушали, я их закрываю в компании, там, друзей. Вот. Вот тебе и секрет. Хорошо. То есть не выносите ему там мозг по всякому непонятному поводу, а себя искать. Как я хотела сейчас страшно сказать по-дурацки. Искать себя на стороне. Ну, типа, да, такая же есть теория, что если человек себе интересен, если он как бы ему комфортно самому с собой, то тогда он не будет докапываться до своего сожителя. Вот, мне кажется, мы дошли до такой точки в итоге. Окей. Большая разница между тобой 17-летней и сейчас 28-летней? Огромная. Мне за себя то немножко стыдно, наверное, даже. А почему? Из-за чего Ну, стыдно? вообще, что я такая была безответственная, что я... Мне кажется, я хуже к людям относилась. А может быть, все так делают? Это же все с опытом приходит, когда ты начинаешь там, ну, судить там, по верхам. Так же нельзя. Глотка сохнет. Сушники обычно, когда эмоциональные переживания. Да. Или тренировочка удалась. Ты в этот клубок ходила? Да, ходила. Где мышцы в порядок приводят? Да, ну это же здорово. А секс-фишкам тоже учат? Ну, смотря какой тренинг выберешь. У тебя там какой-то пост заканчивался словами типа «муж потирает ручки». Ну, потому что я пошла на следующий тренинг. Ну, Что, в натуре там большая разница между сексом до и после? я думаю, да. Ты серьезно, что ли? Да. Охренеть. Ну, как бы там обращают внимание на такие моменты, о которых ты не задумываешься. Ну, например, на что не обращать внимания? Я не могу, это же, наверное, коммерческая тайна. Ну, ты объясни так, что, блин, ты Ну, сейчас... просто это меняется отношения, и там приводятся какие-то вот аналогии, физиология вся объясняется, и ты такой, охренеть просто, ну, это действительно интересно. Я типа думал, что всю жизнь, что соль секса, она в мозге, а не в том, как ты руками двигаешься ну или это еще же чем-то. тоже- Или я многого не знаю о сексе, Ну, да? это же взаимосвязано. Ну, например, когда, ну, начинаешь об этом так откровенно разговаривать, да, это изучать, это же волнение какое-то приходит. Допустим, ты такой приходишь с этого тренинга, весь такой Когда ты с мужем воодушевлённый. начинаешь с партнером Ну обсуждать? да, ну нет, когда даже вот, ну, мы проходили этот курс, это же не воспринималось как какая-то теория, и ты такая записываешь там мошонка то, мошонка сё. Ты же такой думаешь, ничего себе, как интересно, ну, думаешь, как это можно применить на практике.
языке. Ну и все. И мне кажется, это в принципе меняет, ну как на какой-то новый, так, не знаю, уровень, какое-то воодушевление появляется, что думаешь, что типа, это уже не так буднично на самом деле. Ну, мне понравилось, да, действительно, и мне кажется, это полезно. А нет такого, что они немного, вот я как представляю, мне сразу, наоборот, такое антисексуальное настроение, типа там, потяните мошонку 3 раза там влево, а теперь там правычку поднимите сюда. Там никто не дает четкого сценария. Да? А там на каком? Ну, типа действующие какие-то фишечки, потом которые можно на свое усмотрение там их... Ну, приведи пример, пожалуйста. Ну, я не буду, ну нет. А что, ты стесняешься, что ли? Ну нет, я не стесняюсь, мне кажется, это просто коммерческая тайна. Вот запишитесь, и вы знаете. Типа Марина там без денег останется. Марина, да, конечно. Когда ты расскажешься. Ну, потому что она же, даже я смотрела с ней интервью, она же говорила, что она не расскажет, что такое там поцелуй Анжелики. Название а я-то знаю теперь. А ты знаешь, да, что это такое? Ну, конечно. А на основании чего ты сделала вывод, что типа секс вообще после стал круче, чем до? Это тебе муж сказал, или ты сама так решила? Ну, мне кажется, понятно и так. Особенно у пары, где произошли такие изменения. Ну, то есть у нас как бы дети родились. Естественно, на том фоне все там маленечко поугасло, а тут как бы появился повод вспомнить, кто мы есть. Круче был секс в 17 или в 27? Тогда, конечно. В 17 круче, да, секс? Да. Объясни, почему? А не знаю. Ну, влюбленность, плюс там, не знаю, новизна отношений, плюс еще что-то. Ну, ты меньше своего тела, зато знаешь 17. Плевать, да? Да. Вот я про это говорил, когда насчет мозга говорил. Ну, насчет, да. Вот вопрос, да, конечно, такой с двух сторон подойти. Хорошо, ладно. Пару вопросов еще. Материнство лучшее, что с тобой случилось в жизни? Ну, нет, наверное. Что круче материнства? Любой пример. Я не знаю. Все, наверное. Ну, я не знаю. Что? Все, кроме этого, да? Хорошо, все, поехали. Нет, я никогда не говорила, что, типа, смысл жизни стать там мамой. И что это самое... Ну, это круто. Мне понравилось. Но не самый крутой. Мне кажется, еще столько всего. Хорошо. Самая красивая бурятка? Оксана Манчуева. Самый красивый бурят? Я хотела сказать Никита Буланов. Ну хорошо, принимается ответ. Неделя без инсты или неделя без секса? Да, мне кажется, и так норм. Неделя без секса нормально, неделя без инсты тоже конечно, нормально. вообще без Хорошо. проблем. Самый клевый инстаблогер в Бурятии? Аня Золотко. Угу. Задница или сиськи? Задница, потому что первого у меня нет. Второго у тебя нету? Второе есть. Я спросил, задница или сиськи? Ну да. Ну, в смысле, значит, задница у тебя есть, сиськи у тебя нет? Ну, и их, потому что вот никак не сделать. А вот если бы ты хотела, если бы можно было бы сделать и то, и другое, ты бы что выбрала бы? И то, и другое? Если бы можно было и задницу привести в порядок, и сиськи привести в порядок, ты бы что выбрала бы? Я вообще как бы планировала пластику. Я просто опять начала очень глубоко изучать этот вопрос и поняла, что это как бы, дно. Ну, типа, это очень плохо для организма. Я тоже согласен. Ну вот, я решила, что я буду принимать себя такой, какая я есть. Хорошо. Улан-Удэ лучший город на Земле? Нет, конечно. Круче Улан-Удэ какой-нибудь город? Не знаю, любой. Любой город. Хорошо. Самое клевое в тебе? Не знаю, мне кажется, я, ну, типа, такая, как есть. И, наверное, это самое стрёмное в тебе? Самое стрёмное. Я мнительная достаточно. Ты к чему по жизни стремишься? Самореализацией. Я никогда не хотела бы быть приложением к успешному супругу. И, наверное, это немножко тоже давит нас вниз. Хорошо. Мы закончили. Да? Уже? А что так быстро? Ты еще хочешь? Да.